Кварталовые постоянно часто люди жалуются, да? Некачественные хаита, не хали еще ужаться шкварту. Ну я тебе одно могу сказать. Как обойти стороной картофель с высоким содержанием пестицидов и нитратов, а также отличить полные питательные ценности плоды от пустых бесполезных клубней, чтобы жителям региона не приходилось беспокоиться о качестве приобретаемой продукции, сотрудники Роспотребнадзора тщательно проверяют картофель на овощных прилавках. Зейнаб Миржоева уверяет, картофель, который она реализует на местном рынке, начиная с грядки и заканчивая прилавком, проходит тщательную проверку. Спрос, как известно, рождает предложение, и поэтому женщина всегда торгует только качественным товаром, не завышая при этом допустимой цены. Проверка же, проверка же, حاجة маркани حيحت. Анализ яхтаж на месте дышит. Я Дал. должен дать. Дабы не пожалеть о своей покупке, потребители должны усвоить ряд простых правил. К примеру, независимо от региона производства и сорта, картофельные клубни должны быть твердыми, плотными и без следов повреждения. Наличие у картофеля видимых дефектов, гнили, ростков свидетельствует о том, что овощ давно хранится и утратил за это время свои вкусовые качества. Также необходимо знать, что картофель с зеленоватыми пятнами непригодны в пищу. Такую расцветку клубням придает особое вещество солонин, переизбыток которого может вызвать серьезные отравления. Йохкожа квартал Астраханский ерье, Волгогодский ерье. А весь местный квартал аккетч, корма аржло. Цаннах жаловаться, что куда есть. Цехун ехалач, халс би итадер иш, цатон. Чтобы лишний раз обезопасить себя и своих близких от некачественного товара, сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют жителям региона покупать картофель в специально оборудованных для этого объектах торговли. При этом во главе всего стоит наличие декларации о соответствии товара на торговых точках. Потребитель вправе потребовать у продавца товаросопроводительные документы на продукцию, содержащие сведения о наименовании и адресе производителя, картофеле, объеме и номере партии, дате отгрузки и так далее по списку. Если продавец отказывается показать нужный документ, то это хороший повод задуматься, стоит ли рисковать и покупать картофель именно у него. Как правило, жители региона на зиму закупаются сразу несколькими мешками картофеля и других овощей. Связано это с невысокой ценой и свежим состоянием товара. Подобные рейдовые мероприятия Роспотребнадзор проводит по несколько раз в месяц, и они призваны исключить вероятность последствий от приобретения некачественного товара. Когда товар уже приобретает, да, покупатель, незазорно спросить товаросопроводитель документ, прошла ли эта продукция анализ какой-то, сертификат есть. Мы, к сожалению, наши потребители этого не спрашивают, только при употреблении выясняется, да, что там она чернеет, что там содержание нитратов не то, невкусное, не разваристое. Вот чтобы все это избежать, пускай спрашивают, да, откуда картошка, прошла ли она анализ. Пускай хотя бы на пробу возьмут для начала, чтобы потом не обмануться. Сегодняшний рейд не выявил видимых нарушений, но всем продавцам на заметку. Если в Роспотребнадзор поступит жалоба от потребителя на некачественный товар, будет проведена лабораторная проверка уже в самом управлении. В случае подтверждения нарушения составит акт об изъятии и в дальнейшем утилизации непригодной продукции, но лучше всего не доводить до крайних мер. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.